Больших успехов добились члены клуба Баянай в мае 2008 года в городе Москва, где приняли участие на полевых испытаниях по подсадному медведю. Были вывезены 4 лучшие собаки, прошедшие республиканскую выставку с полевыми испытаниями по медведю. Это Кустук, Барбос, Чайна и Дархан. Наши лайки произвели незабываемое впечатление на судей и на всех участников соревнований. Особенно аборигенные лайки Кустук и Барбос. Нашим лайкам заслуженно было присуждено первое место. Судьи отметили редкостную вязкость наших собак. В Подмосковье, в Херсановке, где находится притравочная станция, проходили соревнования по подсадному медведю. Всего участвовало 14 команд со всей России. Кустук получил звание полевого чемпиона. Там же впервые наши собаки увидели и участвовали на полевых испытаниях по кабану и барсуку, которых видели впервые в жизни. Они проявили вязкость и злобность к зверю, получив дипломы второй степени.
двигаться. Хозяином, давай сразу. Забирай. Тут. Да, молодец, молодец, хорошо. Баян биш. Меғомен. Работа по кабану требует от собаки смелости, вязкости, ловкости, так как кабан опаснее медведя. Наши собаки опять же прошли это испытание достойно. Попался соболечек на очепе, посмотрите, вот он, черная самочка, очень, смотрите, попалась сравнительно недавно, быстро с тороса срубаешь тут же и настраиваешь, вот смотрите, вот, смотрите. Соболь очень черный, самочка. Охота на соболя требует большого мастерства как от охотника, так и от его помощницы Лайки. Если Лайка лает слишком азартно, прыгает под дерево, бросается на него, грызет сучья и яростно царапает кору ствола, то белка или соболь, до того спокойно на виду шелушившая шишку, бросает ее и так затаивается и маскируется, что рассмотреть ее почти невозможно. Поэтому при наводке молодых лаек нужно приучить их к тому, чтобы как только охотник подошел на лай, она прекратила бы облаивание и спокойно сидела. Когда охотник подошел, нужды в облаивании больше нет. Дальше следует спокойно и тихо высмотреть белку и метким выстрелом снять ее.
들어봐야 뭐. Я давай сюда. О, да. О, да. Хотели, да. Росомаха – сравнительно редкий зверь, и охота на нее в большинстве случаев носит случайный характер. От охотника требуется знание мест, где могут обитать росомахи, и знание их повадок. Роль лайки в этой охоте сводится к тому, чтобы найти и поднять с дневной лёжки зверя, посадить на дерево и облаиванием известить об этом охотника. Охотнику, берегущему свою лайку, всегда нужно помнить, что для собаки этот коварный зверь очень опасен, что он может ее искалечить, а то и смертельно распороть могучими когтями. Bakabcılar abarigena kiyagani tar belem ne tura. Gavuz laptop deni. Bitter kay bitter tar belem ne tura. Dur bes. Aha. Ekle hadi. Bayı götür bayı gel. Ha, bırakmayın. Allah ne o? Allah Allah. Bu seven bul tatı bu tantu bu tarı diyor Allah. Bu. Bu naçe kadar buldu. Bu kadar targa. Bu. Молодец. Вдруг кто бы? О, видер адам işte. Alıkta var igen iti. Var. Bu gitti. Ay kalbi arasku var bu tohtu bulur ha. Bu etinin yeri kalbi tohtu. O ulakan dolaka. Bu kadar kız jasa tadi. Bu. Bu kaçtı bu. Kaçtı bu. Bu. Ya. Çiğte kava diye. Ya. Itu bultan ya. Не там королю. Охота на снежного барана очень трудоемкая и опасная охота. От лайки требуется поставить козла на отстой и своим лаем сообщить об этом своему хозяину. Слишком азартные лайки могут погибнуть, сорвавшись с высоких утесов. Это мне надо. Это химерден надо. О, тогда было, мать. Мать хочет сказать что. Ali dedi ne dedi tu. Ana gan sekarang ganti. Tapi bola kan ni ganti tu kan.
Ол барсук бая муннуга турар бит. Yes. Hulukta da oldu. Yes, oldu öyle. Oh, ötterediler bulacak. Oh my, hullu ne hele. Maksud maksud, arayın ne? Kama halle. Kama halle. Oh, yönere, kama yönere. Bir ne yaptı? Senin kaldı, ötümün var. Şu, namar ötter diyor üstüne. Ustum. Kim borsuk çeker lan lan. Ha. O da tuttur bak.